3 февраля на станции Сосногорск состоялся торжественный запуск первого поезда с новыми плацкартными вагонами. Пригородный пассажирский состав отправился в рейс по маршруту Сосногорск-Раель. В первый рейс отправляются новые плацкартные вагоны, которые российские железные дороги, в частности Северная железная дорога, приобрела для пригородного движения в Республике Коми. 5 в Архангельске, 10 на Республике Коми будут курсировать. О значимости и доступности железнодорожного транспорта в силу территориальных особенностей республики отметил в своей приветственной речи замминистра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Вячеслав Бадахов. Учитывая особенности территориальные и климатические для Республики Коми, железнодорожный транспорт всегда занимал особое место. И, собственно говоря, возможность для людей безопасно, надежно и комфортно добраться в разные удаленные точки республики, это немаловажно. Благодаря поддержке правительства сохраняется количество маршрутов пригородных поездов. Сотрудничая с Северной железной дорогой, Северной пригородной пассажирской компанией, удается сохранять качественные перевозки. Первыми, кто освоил новшество вагонов, стали, конечно же, проводники. Ведь именно им предстоит содержать внутреннее пространство в порядке и следить за его работой. Система кондиционирования в летний период, она очень будет облегчать работу проводника и обеспечивать комфорт пассажирам. Система отопления. Вагоны очень теплые по сравнению со старыми вагонами. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе с применением современных технологий и материалов. Помимо систем очистки воздуха и воды, они оборудованы биотуалетами, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. А в отделке использованы гипоаллергенные материалы. Техническая политика диктует, так скажем, все новые и новые стандарты. Вагоны уже изготавливаются под эти требования. Это и система кондиционирования, воздухоочистки, отопления, освещения. Все соответствует современным стандартам. В салонах установлены электрические и USB-розетки. На окнах двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами. При теплоизоляции пола и кузова использованы вибропоглощающие материалы. Действительно понимаешь, что сделано качественно, сделано для людей, для их удобства, для их комфорта. И особенно радует то, как я уже сказал в своей вступительной речи, что железная дорога уделяет внимание не только маршрутам дальнего следования, но и даже таким пригородным маршрутам. Понятное дело, что для наших людей, для наших жителей это возможность быстрее, комфортнее и безопаснее передвигаться по нашему району. А это, конечно же, самый главный плюс в этих пригородных сообщениях. Вместе с главой района оценили удобство и комфорт и первые пассажиры. Все понравилось, чистенько, хорошо. Очень хорошо, очень проводники хорошие, очень даже нравится. Но, как говорится, нет предела совершенству. И вслед за словами восторга от новых вагонов сразу поступили и новые предложения. Очень хорошо, спасибо, хороший вагон, удобство, все. Но расписание-то, понимаете, он приходит сюда 15 минут 12, а отсюда в 2:05. Ни в больницу, никуда. Для того, чтобы пустили по этим станциям, значит, должны как-то это пожелание очень бы. Руководство Северной железной дороги и муниципалитета заверили, что они открыты для обсуждения и готовы рассмотреть предложения. Как удобнее жителям передвигаться, во сколько отправляться, во сколько прибывать, чтобы они успевали в больницу, сдать анализы, попасть на прием к врачу. Мониторинг мы ведем, естественно, и все наши пожелания отправляем в республику. Если такая необходимость есть, конечно, мы посмотрим любой вариант, который попросит нас администрация любого района. И то, что можно будет изменить в существующем графике, мы, конечно, несем изменения. Помимо маршрута Сосногорский-Раель, новые вагоны будут задействованы в перевозках пассажиров и на других маршрутах. Например, от Печоры до Ираеля, Кожвы и Инты, от Микуни до Кослана и Мадмаса, от Сосногорска до Троицко-Печорска. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Главной темой мировых новостей в последние недели стал новый так называемый коронавирус, зафиксированный сначала в китайском городе Ухань, а позже появившийся в других городах и даже странах. Поэтому на сегодняшний день самый часто задаваемый вопрос жителей Коми – дойдет ли вирус до республики? Главный врач Сосногорского района Алла Федосенко пояснила, что ситуация находится на контроле. Оснований для беспокойства нет. Самое основное, что именно про этот вирус я хочу сказать, что правильно сказал министр здравоохранения Дмитрий Борисович Березин, что пожара нет. Не надо поднимать паники, не надо говорить о том, что все, надо вот прямо уже там запасаться всем, что вот уже вирус на пороге. Но всегда надо быть готовым к пожару. Вот это самая правильная позиция. Хочу сказать, что и в России, и в республике сделаны, скорее всего, впервые, вот во всяком случае за мою долгую работу, это впервые настолько оперативно и так быстро, и так грамотно организованы меры предосторожности и меры препятствия въезду тем, кто может завести в нашу страну. Поэтому я думаю, что волноваться здесь не надо никому. В случае завоза инфекции в республику для противодействия ее распространению имеются все необходимые силы и средства, в том числе конечная сеть, оборудование и медикаменты. Все же в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым, а также другими вирусами, необходимо соблюдать меры предосторожности. Прежде всего, даже при гриппе, при нашей вирусной инфекции и при этом коронавирусе есть два основных момента. Это обязательно, если вы видите, что вы общаетесь с человеком, который заболел, это прервать это общение, надеть маску и ходить поменьше в места массового скопления, а если есть такая необходимость в этот период, потому что все это периодические подъемы, они, как правило, это зимние-весенние и осенние периоды. Потом это все пойдет все равно на спад, потому что вирус тоже подвержен вот таким вот сезонным вспышкам. Главврач Сосногорской ЦРБ, как и все медики, прежде всего рекомендуют вовремя делать сезонные прививки, которые защитят вас от подобных вспышек вируса. В настоящее время у нас идет подъем, но незначительный, в основном среди детей. Это подъем как раз ОРЗ и ОРВИ. И хочу сказать, что слава богу, что нет тяжелых форм, благодаря тому, что были вовремя сделаны и достаточно в большом количестве, чтобы создать вот эту прослойку привитых в районе. Сейчас у нас нету такого подъема и тяжелых случаев. Медики напоминают, при любом недомогании следует обращаться за медицинской помощью к специалистам. Влада Гришаева, Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В первых числах февраля в Сосногорской кадетской школе проходит традиционное и значимое событие – игра «Юный атаманец». Она давно стала визитной карточкой образовательного учреждения. Почему? Выяснила съемочная группа студии 7. На улице мороз, но кадет это не пугает. Сегодня здесь проходит традиционная и очень любимая игра по станциям. За звание юного атаманца сражаются игроки 4 команд. Предлагаю присоединиться и пройти вместе с ними этот тернистый путь. В игре 10 этапов. Первым для нас стал «Мудрец». На нем игрокам предстоит решить каверзные вопросы. С ними справились не все, но вариантов нет. Нужно отправляться на следующий этап. Маршрутный лист приводит нас к горе снега. Здесь необходимо проявить свой художественный талант. По правилам сюда приходят только несколько представителей команды. Очень давно, но я это... достаточно, да, потому что снег рассыпчатый. И сложно рассчитать фигуру саму, чтобы она полностью вошла, и вырезать, чтобы не было особых косяков. А вот на этап сечи приходит команда в полном составе. Их задача – поддерживать добровольцев, которые не побоялись испачкаться в краске и помериться силой. Давай! Тяни. Давай, весом всем делом. После проявления активности очень хочется отдохнуть.
Такая относительная возможность появляется в школьной столовой. Здесь участников ждет самый вкусный этап. За ходом проведения некоторых этапов традиционно отвечают представители казачьих войск станицы Сосногорская. По словам организаторов, эта игра очень полезна подрастающему поколению. Здоровый образ жизни, да, коллектив, единая команда, дружба, активный образ жизни. Вот и что им дает. Им дает счастье, детство дает, самое настоящее детство. Среди гостей – кадеты Ухты. Они уже стали постоянными участниками игры и с легкостью справляются с самыми сложными этапами игры. Все потрясающе. В принципе, наверное, мы справились нормально, хорошо. Я так думаю. Весело, задорно. Когда основная часть испытаний пройдена, командам предстоит сойтись практически в рукопашной. Стенка на стенку, кила, буза. Страсти кипят нешуточные. Этого этапа такие русские древние состязания, наши корни нашего народа различные. Померяться силой. Когда зима, крестьянин отдыхает, с землей не работает. Вот нужно куда-то силушку девать. Вот они состязаются в силах. И сегодня ребята корни наши вспоминают. Здесь и кила, старая игра «Русский мяч», и перетягивание каната, и мерение силой между собой, стенка на стенку. Это все наши традиции народные. Кульминация всей игры – этап «Царь горы». Команды штурмуют неприступную крепость. Условные противники наверху не сдаются. Победит тот, кто захватит знамя. В этом году юным этаманцем стал ученик 11 класса Антон Антропов. Скрасить горечь поражения, а заодно отпраздновать победу, еще недавние соперники отправляются в столовую. Здесь их ждет настоящий пир горой. Те самые пельмени, которые они недавно лепили. Очень вкусно, я проверила. Александр Дмитриенко, Игорь Арбузов, Олег Арбузов. Студия 7 специально для информационной программы «Вести Тимана», Сосногорск. Сосногорская шахматистка Любовь Рочева завоевала серебро на первенстве в Санкт-Петербурге. Возможность принять участие в соревнованиях среди сильнейших спортсменов-ветеранов Северо-Западного федерального округа России дала и недавняя победа на республиканском уровне. Игроки собрались все очень сильные. Там, наверное, только мастеров было всякого. Там и международного уровня, и федерального уровня. Третья часть, потом половина, наверное, КМС. Первый разряд. У меня, конечно, был самый маленький рейтинг. Тем не менее, это не помешало Любови попасть в тройку лидеров. Все это благодаря хорошей подготовке и вере в себя. Как рассказывает сама шахматистка, пока шли соревнования, времени не хватало практически ни на что. Нет, в основном не было, потому что с утра завтрак, в 11 игра, пока там чего-то после игры обед, узнали жеребьевку, кто с кем играет, разбор сегодняшней партии, подготовка на завтра и практически уже вечер спать. В течение 11 дней Любовь Рочева отстаивала не только свое имя, но еще и представляла Сосногорск в культурной столице нашей страны. Как оказалось, совсем не зря. Сегодня женщина с трепетом вспоминает те дни. Очень такая домашняя, дружеская обстановка, там все такие интеллигентные, очень так здорово понравилось. С победой шахматистку поздравили родственники и коллеги, радуясь вместе с ней такому успеху. О планах на будущее Любовь Рочева пока не думает, наслаждается тем, что есть сейчас. Но, возможно, вскоре ей придется покорять новые вершины. Ведь огромных высот можно добиться, только если двигаться вперед. Влада Гришаева, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.